أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Наконец-то наступает долгожданный, радостный день для всех мусульман, праздник Курбан-Байрам, Гайд-уль-Адха, о котором говорится в Коране. Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к своему любимцу, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Инна а'тайнака аль-кавсар, фасалли ли раббика ванхар, инна шани'ака хувал абтар». О мой любимец, о Хабибуллах, о пророк, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы уже тебе определили источник Кавсар в раю, то есть ты уже удостоился рая. Фасалли ли раббика ванхар, не оставляй свои молитвы и совершай жертвоприношение, и вмени это в обязанность своей умме. Инна шани'ака хувал абтар. Получишь довольство Аллаха, и все те, которые издевались над тобой и позорили тебя, они будут опозорены в этом мире, на судной площади, и после того, как они будут введены в огонь ада. Они будут опозорены. Ты и твоя умма будут в раю, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Для вас определен Каусар. Курбан-Байрам. Об этом говорится, почему Курбан, тоже есть аят Корана. «Ватлу алейхим наба абнай Адама бил хакки». То есть, и объясни им, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, о сыновьях Адама. «Фахарраба курбанан, фатукуббиля мин ахадихима, валам ютакаббаль мин аль-ухар». То есть, и они совершили жертвоприношение. Им было вменено в обязанность совершить жертвоприношение. От одного Аллах Субхану ва Тааля принял, а другого не принял. От кого же принял? А принял от того, который был муттакой, который был богобоязненный, который искренне от всего сердца, из-за любви к Аллаху, стремясь достичь его довольства, совершил жертвоприношение. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит: «О люди, о уверовавшие, совершайте жертвоприношение, но знайте, что ни кровь, ни шкура, ни мясо, ни кости этого животного до Аллаха не доходят. Это все остается вам. До Аллаха доходит ваша богобоязненность, ваши искренние намерения». Исходя из этого, мы, мусульмане, с искренним намерением совершаем жертвоприношение из числа тех животных, которые уже пророк Мухаммад саллаллаху нам перечислил. И он никогда не придумывает, говорится аят Корана: «Вала янтику анил хава, иннаху вахьюн юха». То есть, и никогда он не говорит от себя. Это все откровение Аллаха. То есть Мухаммад саллаллаху перечисляет, что за виды животных. Это прежде всего верблюд, коровы, быки, буйволы. Это те животные, которые могут 7 человек вместе собраться, и от имени 7 человек вот эти перечисленные животные могут принестись в жертву. Но уже козы, овцы, барашки, они только от имени одного человека могут принестись в жертву. Что же делать? Как же его зарезать? Хорошо было бы, если бы мы сами умели разделывать это животное. Но в большинстве случаев многие мусульмане не могут этого совершить. То тогда мы обращаемся к кому-то, и он нам совершает это жертвоприношение от нашего имени. Нельзя забывать, что жертвоприношение совершается от имени такого-то человека во имя Аллаха, ради довольства Аллаха. Некоторые ошибочно говорят, что во имя этого человека или во имя этого существа мы режем животное, жертвенное животное. Это будет некрасиво перед Аллахом. Это может звучать как предавание сотоварища, ширк.
Из-за этого мы говорим от имени такого-то сына такого или от имени такой-то дочери такой-то. Во имя Аллаха, ради Аллаха мы совершаем жертвоприношение. После того, как мы зарезали, принесли в жертву, разделали это животное, что же делать, если вы состоятельный человек и вы не нуждаетесь в этом мясе, то можно его раздать полностью, отдать куда-нибудь для тех, в те семьи, где очень сильно есть нужда, живут недостатки, бедны. Если же вы сами нуждаетесь, то можете оставить полностью это мясо себе. Но в основном предпочтительно и будет мустахаб, предпочтительно разделить это на 3 части и одну часть раздать, одну часть оставить себе и на одну часть, сварив, собрать гостей, чтобы все родственники, все друзья собрались и вместе покушали мясо этого жертвенного животного и помолились Аллаху, и взмолились Аллаху, чтобы Он не спосылал всегда достаток всем мусульманам, мир и спокойствие на сердца, на души, на нашу Родину. После того, как мы закончили жертвоприношение, после этого обязательно нужно посетить своих родителей, обязательно сходить к какому-нибудь больному человеку. Если родители не живы, то сходить на могилу и взмолиться Аллаху, помолиться Аллаху за то, чтобы Он простил им грехи и обрадовал их души, возрадовал их души. И после еще то, что мы должны знать, это начинается от дня Арафа за день до Курбан-Байрама. Например, в этом году 31-го Курбан-Байрам, мы уже 30 июля начинаем после утреннего фарза намаза, когда даем салям в 2 стороны, после того, как заканчиваем фарз утреннего намаза, сразу же, не останавливаясь, начинаем проговаривать Аллаху Акбар, ла иляха илляллаху, Аллаху Акбар, валиллахил хамд. 3 раза проговорив этот такбир, мы обращаемся к Аллаху с мольбой, с дуа, завершаем свой намаз. И после каждого намаза, 5-кратных намазов, после каждого фарз намаза в 5-кратных намазах мы проговариваем этот такбир ташрик, дни ташрика называются. Это начинается от дня Арафа за день до Курбана-Байрама, после этого Курбан-Байрам, 2-й день Курбана-Байрама, 3-й день Курбана-Байрама, получается 4, на 5-й день уже этот день не считается Курбан-Байрамом. На 5-й день во время икинди аср намаза мы совершаем последний раз такбир ташрик и на этом заканчиваем. Всего должно быть 23 такбир ташрика за 5 дней. И это ваджиб. Мы об этом должны знать. То же самое во время дня Курбан-Байрама, Гайд-аль-Адха, мы приходим, собираемся в мечетях и вместе с имамом читаем праздничный аид-намаз и слушаем проповедь, и читаем Коран, и проговариваем такбир и ташрик. Иншаллах та'аля, в этом году мы совершаем праздничный намаз. Где-то это будет время после восхода солнца, через полчаса. Начнется сам намаз, непосредственно начнется уже 4 часа 15 минут, но до этого уже мы должны прийти, чтобы послушать проповедь, чтобы послушать Коран и порассуждать, вспоминать Аллаха, поминать Аллаха, совершать зикр и совершать свои намазы. Да будь благословен этот день, Курбан-Байрам, и пусть Аллах ниспошлет на нас всю свою милость и благодать, и спокойствие, и мир, и достаток нашим семьям и нашей
родине. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.